Я Саитова Рамиля, кандидат на должность главы Республики Башкортостан. Сегодня 25 июля 2019 года. Поговорим о прогнозах. И не просто поговорим, а сделаем это в лабораторных условиях. Итак, я приготовила оборудование. Лабораторная колба, лабораторная чаша, лабораторный шпатель, лабораторный стакан. Я беру колбу и чашу и сливаю раствор из колбы в чашу, предварительно помешав его шпателем. Взвесь должна осесть. В это время давайте мы с вами поговорим о шансах кандидатов на победу в выборах, которые состоятся 8 сентября, выборы главы Республики Башкортостан. Еще 3 недели назад никаких прогнозов не было, потому что было ясно, что на выборах победит Хабиров, действующий в РИО главы Республики Башкортостан. Но нарушения законодательства о выборах, они настолько существенны и настолько очевидны, что появились люди, которые теперь ставят на других кандидатов, прежде всего на Юнира Кутлугужина. Юнир Кутлугужин является первым секретарем Башкортостанского регионального отделения КПРФ. Итак, на повестке дня Юнир Кутлугужин. Я солью остатки раствора из чаши в лабораторный стакан. Воспользуюсь губкой. Итак, наше оборудование для лабораторного прогноза готово. Победит ли Юнир Кутлугужин на выборах главы Республики Башкортостан? Нет. Почему не победит? Его не поддержат даже башкиры. Почему не поддержат? Ахмедзаки Валиди. Юнир Кутлугужин действительно неоднократно призывал к тому, чтобы переименовать улицу Ахмедзаки Валиди в городе Уфе на улицу имени Фрунзе. Но мало кто из башкир об этом знает. Как башкиры узнают об этом? Не тупи. Не тупи. Это мне так ответили, не тупи. Башкиры узнают о том, что Юнир Кутлугужин неоднократно пытался переименовать улицу Ахмедзаки Валиди в городе Уфе на улицу имени Фрунзе, узнают из этого видео. Прогноз был честным. Можно проверить. Кстати, есть еще одно обстоятельство, которое помешает Юниру Кутлугужину выиграть эти выборы. А скорее всего, он даже не дойдет до финала. А именно, я и коммунисты обратились в суд с иском об отмене регистрации кандидата Юнира Кутлугужина на должность главы Республики Башкортостан. Основным доводом иска является нарушение им процедур выдвижения. А именно, Юнир Кутлугужин, используя полномочия первого секретаря регионального отделения, устранил своих соперников
еще до партийной конференции, на которой решался этот вопрос, устранил неуставными методами. Причем самых активных коммунистов, которые все-таки пришли на партийную конференцию, он просто на нее не пустил. Вот об этом вы сейчас увидите видео, оно состоит из нарезок, сделанных различными людьми 12 июня, в день, когда состоялась партийная конференция, перед зданием, куда их не пустили, это здание Госсобрания. Но сейчас вы сами увидите подробности. Саитова Рамиля Хамизьяновна. Хочу принять участие в выборах, которые состоятся 8 сентября текущего года, на главу Республики Башкортостан. Об этом я заявила в региональное отделение КПРФ, поскольку, согласно уставу партии, имею право, устав обязывает региональную партийную конференцию рассмотреть беспартийных кандидатов на должность главы Республики Башкортостан. Причем устав – это единственный документ, который устанавливает вот компетенцию регионального отделения, компетенцию конференции регионального отделения, и он не предусматривает никаких предварительных условий для участия в этой конференции беспартийных граждан. Вот. Почему это так важно? Кодекс о выборах Республики Башкортостан исключает самовыдвижение на пост главы Республики Башкортостан. Коммунистическая партия Российской Федерации содержится за счет средств госбюджета, поэтому вот она в квадрате обязана соблюдать права беспартийных кандидатов. Дальше, поскольку меня уже не пустили, я с ситуацией знакома. Вот. Подтвердите, пожалуйста, что я не допущена. Вот по этим вот спискам я не допущена на У вас нету списков, конференцию и вы не имеете регионального... здесь права вести видеосъемку. Да, пожалуйста, благодарю. вы можете на улице вести. Хорошо. Пожалуйста, хорошо? Да, вот это я и хотела услышать под запись. Благодарю. Не буду Всего спорить, хорошего, до свидания. Хорошо. нарушать покой коммунистов, которые кулуарно в нарушении устава будут выдвигать своего кандидата на должность главы Республики Башкортостан. Вот эта кулуарность, она создается искусственно руководителем регионального отделения, я думаю, Юниром Кутлугужиным, потому что коммунистам, я думаю, было бы интересно рассмотреть все кандидатуры на должность главы Республики Башкортостан и в соответствии... А первый секретарь не пускают, это вообще... Ну, если нет у вас списка, мне дано поручение. Ну, я вам еще раз спрашиваю, подойдите к Кутлугужину, доложите. Я хотел туда пройти, там проходит пленум. Позвоните ему, есть Там идет пленум по выдвижению, они там обсуждают вопросы. Которые, Какой вопрос они обсуждают? ну, который будет подниматься на конференции. А вы кто, член Рискома или нет? Нет. Кто вы такой? Я помощник депутата Госдумы Ющенко. А что вы тогда тут сидите? Почему первый секретарь не пускают на конференцию? Я первый секретарь Бельгийского отделения СП. Ну, Ну как, вы член ЦК, Я приглашенный но вы точно тоже так в же. этом участвуете? Нет, я сейчас выступал со своим мнением. Ну, а это Оно что не творится? совсем как бы Мы соответствовало. сколько обращений в Москву сделали, к Афонину, с Зюганову. Вы видите, что тут творится? Вы представляете, что творится? Проходит пресс-конференция. Нет, ну видите, уже секретарей не пускают, Это на конференции, это куда дальше-то идти? Алло. Вы не хотите Алло. ничего комментировать? Алло, да, ну что, вы где? Не, подойдите, да, мы сейчас там обсудим, я просто расскажу, что к чему, да, еще сам. Ну, первых секретарей. Ющенко, я подала иск КПРФ. Это, наверное, повод со мной пообщаться, там я Конечно, буду я с вами оценять общаюсь. результаты выборов. Ну как вам общение с депутатом Госдумы Александром Андреевичем Ющенко? Очень низкий уровень, по моему мнению, правовой грамотности. Я бы сказала байство. Я бы Байство, добавила да? байство, да. Московское байство. Я... Первый секретарь Туймазинского районного отделения и города Туймазы Сулейманов Равиль Рамазанович. 12 июня я нахожусь возле здания Госсобрания Курултай, где сегодня проходит утверждение кандидатов на пост главы республики от местных отделений КПРФ. Нас, делегатов Туймазинского отделения КПРФ, местного отделения КПРФ, не пустили на это мероприятие под надуманным предлогом.
И все эти правонарушения происходят при молчаливом согласии Центрального комитета партии. Идет фактически договоренность между администрацией Республики Башкортостан и региональным отделением КПРФ. С этим положением не согласны, будем активно бороться против нарушения избирательных прав граждан и кандидатов. Спасибо.